Не оставаться в стороне. Жест доброй воли и богоугодное дело. Сотрудники национального телеканала, на несколько часов оставив свою работу, вышли на уборку территории кладбища в преддверии 28-й годовщины событий осени 92-го года. Редакторы, корреспонденты, ведущие, монтажеры, водители, продюсеры, руководство на субботник вышли почти все. В руках лопаты, веники, тряпки, в глазах энтузиазм, желание заслужить довольство Всевышнего и почтить таким образом память предков. Я считаю, что каждый ингуш должен прийти и помогать, принимать участие не только в субботниках и в таких мероприятиях, потому что это важно, это наша история, мы это должны знать, помнить. И если мы сюда не будем приходить, это убирать, то за нас это никто не будет делать. Каждый своей фамилии человек, каждый должен приходить и убирать, чистить, помнить, делать дуа. Женская половина подметает и наводит тотальный марафет на территории. Марина Котиева, боец невидимого фронта, который никогда не упускает возможность выйти на субботник с коллективом. Наш телеканал, коллектив нашего телеканала очень часто принимает участие в благотворительных акциях. Я считаю, это очень хорошо. Рабочий день никто не отменял. К сожалению, многие хотели приехать, не получилось. Я считаю, что это очень хорошо приобщаться к такому делу. Сотрудники национального на своем примере показывают, насколько важно организовывать такие акции и призывают присоединиться и всех остальных неравнодушных. Территория в центре мемориального комплекса Гуазот-Кашмыш надгробными плитами уже очищена другими активистами. Поэтому наш коллектив взялся за уборку на другом горизонте. Здесь покоятся останки погибших и без вести пропавших людей во время событий осени 92-го. Дедуатер бейнах был в 92 году. Доз дож, ход дож, вах ажа баср хака, белгу ход дож, а вот латер дож. Приходить сюда как можно чаще очень важно. Сделать дуа, убрать лишний клочок бумаги, прибраться. За всем этим следует вознаграждение от Всевышнего. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.